Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Международная выставка «Россия» пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего по поручению Владимира Путина. Свои достижения представят все регионы страны. День Якутии состоится 12 ноября. Республика представит культурную, деловую, образовательную и фестивальную программы. Их дополнят ярмарка национальных сувениров и украшений, дегустация блюд якутской кухни. О том, как ведется подготовка к выставке и что представит Якутия, расскажет нам гость в студии Тимур Ханды, министр предпринимательства, торговли и туризма республики. Тимур Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего о том, что представит Якутия посетителям выставки. Нужно сначала сказать, что такое выставка. Выставка соберет все субъекты Российской Федерации, 89 субъектов Российской Федерации будут представлены на этой выставке. И эта выставка будет идти полгода, начиная с ноября, заканчивая апрелем. Я думаю, что каждый житель нашей страны должен увидеть новую Россию, современную Россию с ее достоянием, потому что каждый регион Российской Федерации будет показывать все, что он сделал за последние годы. Это и культурная программа, это и промышленный потенциал, это деловая программа. Помимо экспозиции субъектов будут экспозиции госкорпораций, других всяких различных мероприятий. И она, наверное, соберет на ВДНХ очень большое количество людей. У каждого субъекта будет свой день. И именно в этот день, в определенный день, наш день это 12 ноября, в этот день мы должны гордиться за нашу республику. 12 ноября будет День Республики Саха-Якутия, где мы будем весь день, абсолютно весь день показывать всей России, что такое Якутия. Это культурная программа. Мы богаты культурным кодом, традициями, древними разными традициями, за которыми туристы приезжают в Якутию, чтобы посмотреть, как это все происходит. Мы один из немногочисленных регионов, которые сохранили и еще и развиваем. Туристическое направление тоже. В последний год мы довольно-таки громко заявляем о себе по всей России. Мы видим увеличение туристического потока, и многие тоже хотят посмотреть. Сегодня нужно, чтобы наши зрители увидели, что действительно Якутия — это большой регион, самый большой регион. И я думаю, что после нашего интервью наши зрители должны гордиться, что мы будем достойно представлять наш регион на этой выставке. И вот все-таки возвращаясь к вопросу, чем же готовы удивлять посетителей выставки? Смотрите, это начинается с павильона. Павильон 12 ноября будет проводить различные интерактивные, культурные, массовые, спортивные мероприятия, в том числе с презентациями различных мероприятий. Я же отвечаю за туристический потенциал. На стенде возле Якутии у нас будет панорама. Мы чуть-чуть идем шире, на стенде павильоны Дальнего Востока. Они прямо в упор друг другу находятся. Будем рассказывать о туристическом потенциале. Это не просто какое-то скучное мероприятие, мы будем показывать наши наработки, наши лучшие локации, Ленские столбы, полюс Холда и Мекон. И, конечно же, хотим сделать небольшую взаимоувязку с нашим самым главным зимним мероприятием. Эта зима начинается с Якутии. Вот вы правильно сказали, что у нас будут товары местного производства. Там есть универмаг. Он как и вживую можно будет прийти, посмотреть и приобрести какую-то сувенирную продукцию, так и электронный. На сайте форума выставки, кстати, сайт такой, знаете, russia.ru, довольно-таки серьезный сайт. Там есть универмаг, можно будет зайти, посмотреть, какие продукции представляют другие регионы. У нас в этом мероприятии принимают участие наши предприниматели, которые входят в состав ассоциации «Сделано в Якутии». Мы тем самым со стороны государства поддерживаем их, и сегодня мы помогаем им транспортировать, упаковать, довести, и чтобы их продукция была представлена всей России, чтобы каждый гражданин Российской Федерации мог посмотреть, удивиться и приобрести. Поэтому в этом плане, чем мы еще можем удивить, так это конкурс. Мы делаем конкурс для всех посетителей выставки. Это туристическая путевка. Туристическая путевка под ключ. Но чтобы попасть и принять участие в этой лотерее, нужно сделать определенный квест. Мы должны выдать талончики, поставить в 3 локациях штамп, и только после этого участник имеет право получить возможность участия в лотерее. Пока он это все проходит, у него уже появляется представление, что такое Якутия, как туда попасть,
какие точки ему нужно посмотреть. Потому что туризм Якутии сегодня находится в начальной стадии формирования. Это промышленный туризм, культурно-познавательный, исторический, событийный туризм. Поэтому для каждого, наверное, жителя нашей страны найдется абсолютно уникальное направление, которое ему точно понравится. И вот исходя из всего, что вы сказали, мы упомянули об этом в начале, говоря о Якутии, невозможно не упомянуть национальную кухню. Расскажите, пожалуйста, об этом немного поподробнее, как она будет представлена на этой выставке. Да, здесь есть отдельный павильон, называется «Дом российской кухни». Это отдельное большое мероприятие, которое тоже в течение всего мероприятия проходит с днями субъектов. Наш день тоже 12 ноября, и в Доме российской кухни с 12 часов до 20 лучшие шеф-повара, наши послы гастрономические будут показывать различные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Вы, наверное, всех их знаете. Это усадьба Атласовых, это у нас наши лауреаты пальмовой ветви Махтал Аврора, это Ретон Грин Тарбахов. И знаете, я думаю, то, что каждый будет переживать. Потому что вот иногда мы смотрим некоторые телеканалы, и там наши повара участвуют и занимают какие-то места. И я думаю, каждый гордится то, что у нас в Якутии необычная кухня, она у нас современная кухня с нотками культуры, которую мы сохранили. Она национальная. Многие туристы приезжают и, наверное, первым делом пытаются попасть в рестораны национальной кухни. Так вот, помимо того, что у нас будут мастер-классы 12 ноября, в течение всей выставки у нас будут стоять определенные точки, где жители, точнее участники, могут просто приобрести. Это фудкорнеры, где будет продаваться наша якутская кухня. Якутия, безусловно, славится национальной кухней, но будут ли представлены какие-то эксклюзивные блюда от именитых поваров, которых вы озвучили? Обязательно. У нас есть легенда Махтала, есть усадьба Атласовых. Каждый из них будет предоставлять свое идентичное блюдо. Эти блюда еще нигде не так громко не заявлялись, и поэтому для шеф-поваров это тоже некий вызов, на который они идут. Представляете, когда вы, шеф-повар с региона, приезжаете в Москву, и на вас смотрит вся Россия. Это волнительно, это ответственно, поэтому уже, наверное, в течение 2 месяцев наши шеф-повара активно готовятся к этому, завозят определенные виды продуктов, чтобы они были свежие, чтобы они были в определенном формате доставлены, потому что их нужно хранить, их нужно доставлять, и это довольно-таки сложная логистика. С Якутии довезти ту же рыбу. Поэтому здесь тоже с нашей стороны идет большой ряд мер поддержки. Мы выступаем как единая команда. Здесь большую работу ведет агентство по развитию туризма, Конгресс-центр Якутия. Это основные организаторы, которые сегодня на передовой занимаются самыми важными организационными вопросами. Это на самом деле очень важный форум, и сегодня все регионы Российской Федерации очень переживают и пытаются проявить и организовать на максимальном уровне, чтобы достойно представить свой регион. Ну и еще одна визитная карта республики — это, безусловно, ювелирные украшения. Скажите, будут ли они представлены? Конечно, у нас основным стейкхолдером, основным важным звеном является компания КИРГ. Они будут проводить различные мероприятия, конечно, показывают сами ювелирные украшения. Ведь, наверное, каждый житель России знает, что Якутия — это бриллианты, Якутия — это серебро, Якутия — это ювелирные украшения. И к этому мероприятию с нашей стороны идет тоже колоссальная подготовка. Будет конкурс, где будут показаны лучшие украшения, костюмы нашего Чисхана, нашей Снегурочки якутской. Все это будет там в разных форматах интерактивно представлено. Я думаю, что это запомнится, и это будет хороший повод для того, чтобы поговорить о Якутии на федеральном уровне еще раз. Ну и говоря об этой выставке, я думаю, невозможно не упомянуть одну из немаловажных частей — это развлекательная и культурная программа. Мы сказали об этом в начале, но давайте сейчас расскажем чуть подробнее. Ну, здесь, смотрите, у нас помимо того, что есть павильон, к этому направлению подключено все правительство, все направления, все общественные организации.
Культурно-массовая программа представлена практически в начале, да, это 4 ноября, когда идет само открытие выставки. Знаете, очень большой запрос мы сегодня видим именно на культурную программу. Это концерты Гулун, да, наши театры Олонхо, эстрады. Очень много мероприятий, где хотят видеть именно наших артистов театра. И знаете, мы сегодня с Министерством культуры отрабатываем эти запросы, стараемся, конечно, везде проявить себя. Но помимо этого, конечно, туда подключены и спортивные мероприятия. Да, мы же знаем, что и масс-рестлинг на сегодня очень популярный. У нас Дети Азии буквально вот в следующем году будут проходить. Поэтому мы стараемся показать все, что у нас будет впереди. Эта зима начинается с Якутии, Дети Азии. И поэтому я думаю, что культурно-массовая программа, культурная, именно спортивная, да, и деловая программа, между прочим. Помимо того, что культура, спорт фестивальная, у нас должна быть еще и деловая программа. Мы подписываем ряд соглашений с разными с компаниями, с органами исполнительной власти. Поэтому помимо того, что мы показываем, мы еще и находим новые точки роста для нашей республики. И говоря о фестивале «Зима начинается с Якутии», это один из основных элементов событийного туризма Якутии. Вот как он будет презентован на форуме? Здесь, конечно, мы хотим показать интерактив. Мы не можем вывести туда зиму, к сожалению, но можем вывести туда впечатления, эмоции. Мы будем с Чесханом интерактивно привлекать людей, потому что с 27 ноября по 3 декабря у нас стартует наш фестиваль, где идет традиционное зажжение елки. Вот, и хочу сказать, что это мероприятие состоит из 28 направлений, которые будут в эти дни проходить. Это и бриллиантовый бал, где ювелирные украшения представлены, это и всевозможные зимние мероприятия. Поэтому я бы хотел, пользуясь случаем, пригласить наших жителей, чтобы активно принимали участие. В этом году программа будет отличной, хорошей. И наша задача показать, что будет 27 ноября, и тем самым, воспользовавшись площадкой Международного форума «Россия», пригласить всех участников выставки именно посетить наш регион. Это тоже один из возможных форматов привлечения туристического потока к нам в республику. За туристическим потоком скрывается финансовый поток, это не сырьевой рынок экономики для нашей республики. Я уже в прошлых передачах рассказывал прямое и косвенное взаимодействие туристов на экономику нашего региона. Что ж, Тимур Юрьевич, спасибо вам, что нашли время и пришли к нам рассказать о предстоящем форуме. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.